Добрый день, поважанае гаспадарства. З вами Свабода Прэміум, я Юрый Дракахруст і удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. А гэта Максим Баграцоў, чалец каардынацыйнай рады, IT-прадпрымальнік. Максим, прывітанне. Здравствуйте. Францішак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай. Францішак, добрай раніцы. Добрый день. Анатоль Котаў, чалец народнага антыкрызіснага кіравання. Анатоль, добрый день. Добрый день, добрый день. І Ігор Ляшчэня, былы дыпламат, былы амбасадар Беларусі у Славаччыне. Гаспадарства, тэма, якую я прапаную абмеркаваць, гэта якімі павінны быць будучыя адносіны Беларусі і России. Ну, скажем, где-нибудь у жніўні можно было сказать, ну, у нас есть, так сказать, одна мэта, як зараз жартуюць, у беларусаў под Новый год одно жаданне. Скинем Лукашенку, а там уже упремся, разберемся с Россией, с Заходом, з усімі. Але цяпер вот в снежні выглядае, што ўсё ж таки як бы варта адказваць не толькі на одно пытанне, а на некалькі і вызначаць вот як бы што будзе потым. І в этом сэнсе як бы адказаў, ад вашых адказаў на тое, што будзе потым, залежыць, калі это потым наступіць. Ну, прынамсі, часткова. Бо гэтых адказаў чакае і беларускае грамадства, гэтых адказаў чакае і Россия, гэтых адказаў, дарэчы, чакае і Захад. Вот, а што вы хотите, хто вы такія ўвогуле? І давайте, як бы, каб не зацягваць, возьмем адразу як бы быка за рага. Вот Беларусь і Россия знаходзяцца ў трох союзах, трох інстытуцыйных союзах. Гэта саюзная держава, гэта АДКБ і гэта Евразійскі эканамічны союз. Два з гэтых союзаў былі падпісаныя Александром Лукашенко, як мы ведаем. Ён у пэўным сэнсе іх архітэктар. Так вот, яны будучай Беларусі пасля Лукашэнкі, які падпісаў два з іх, они патрэбныя, вот навошта яны будуць патрэбныя, ці не будуць патрэбныя, урэшце рэшт. Ну вот Лукашенко іх как бы спарадзіў, а пасля яго, может, они і не надо. Францішак. Ну, я думаю, что мы яшчэ не там, і мы яшчэ будзем ісці доўгі шлях, каб гэтае пытанне было пастаўлена на парадак дня. Цяпер мы бачым, што некаторыя з гэтых саюзаў, дызайнерамі якога з'яўляецца Лукашенко, яны прабуксоўваюць, не функцыянуюць. Магчыма, яны не патрэбныя, а магчыма, наадварот. Але мы пакуль на тым этапе, калі нам трэба разабрацца менавіта з унутранай структурай грамадства і зразумець дакладна, чаго гэтае грамадства і беларускі народ жадае. За 26 гадоў у беларусаў не было магчымасці выказваць сваю пазіцыю. Акрамя сацыялагічных апытанняў у нас не было магчымасці замерыць беларусы за ўдзел у нейкіх еўраазіяцкіх структурах ці паўночна-атлантычных. Але я думаю, што як толькі гэтая рэвалюцыя скончыцца мірнымі пераменамі, дэмакратычнай трансфармацыяй, з'явяцца выбары і магчымасць праводзіць дэмакратычныя рэферэндумы, тады мы і зразумеем, дзе шлях беларуса ляжыць. Максим, і ваш адказ. Ну, у Францішака падыход, як у свой час быў у расійскіх белых, непредрешение. Вот мы пераможем, і потым мы вызначым. Потым беларускі народ вызначыць. А у вас такі же падыход, ці вот, як вы адказваеце на пытанне? Саюзная держава, АДКБ, Евразійскі союз. Выходим, не выходим, застаемся, трансформуем, я не ведаю, как скажете. Ну, во-первых, то, что Франк сказал, подпишусь под каждым словом, совершенно правильно. Если мы посмотрим, вот когда собирались поправки к Конституции властью, платформа «Голос» провела там тоже опрос по некоторым темам. Один из вопросов, на который отвечала, мы же все понимаем, что те, кто сейчас голосует на платформе «Голос», это активисты.
Беларуси, да? Там приняло участие порядка чуть меньше полумиллиона, по-моему, там 460-470 тысяч человек. Один из вопросов там был, а вот каким образом вы думаете, должны вноситься поправки к международным соглашениям, вхождении или выходе из текущих, вот из существующих соглашений? И там 99% людей, которые голосовали, сказали только через референдум. Поэтому я думаю, что вот очень важно начинать не с того, что где-то какие-то силы кого-то из нас могут разделить, а то, что нас объединяет. Против чего сегодня все выступают? Все выступают против того, что эти соглашения кулуарные, непрозрачные, дорожные карты иногда не публикуются. И как бы даже когда вы нам задаете вопрос, в каких-то случаях мы даже не знаем, что за этим стоит в контексте, например, союзного государства. Вся разница в ситуации будет то, что никто не хочет так делать и жить дальше. Ни тот, кто больше настроен в сторону России, ни в сторону Запада, все говорят, должно быть прозрачно, с нормальным обсуждением в обществе. И, Юрий, когда вы задаете такой вопрос немножко преждевременно, оно как бы, это хороший разговор. Но в реальности, что мы хотим? Мы хотим, чтобы эти факты были положены на стол, у людей была возможность на это все посмотреть, и правильно, адекватно про это проголосовать, и нормально хотя бы это обсудить. Вот до сегодняшнего дня этого сделано ни разу не было. Это кулуарное соглашение, это кулуарные подписи. Но народ четко совершенно вам скажет, спешить выходить ниоткуда не нужно. Наоборот, нужно внимательно относиться ко всем заключенным договоренностям. И это нам говорят наши активисты, это говорят даже не запутанные какие-то люди. Так что это очень-очень важный момент. Ігор, ну а от такий підход, так сказати, як народ скаже, так ми і зробимо. Ну, політики, звичайно, все ж таки мають некие свої уявлення, які можуть супадати, можуть не супадати. І в этом сенсі, ведаєте, ну, от по моїх відчуваннях, скажем, і люди на площі, люди, до речі, в погонах, чиновники, ваші були колеги, так сказати, вони задають питання, ну, хорошо, от, дало Луку, а как бы далее что вы пропонуете? И в той же Москве люди кажут, вот вы, мовляв, белорусы, скардитесь, а чему Путин підтримав Лукашенко, повинен был скинуть там, ті не підтримують. Вони кажуть, окей, ми можемо, ще можемо. Але, а що буде потім? У вас є якісь уявлення? Питаються яни. А вони в отказ чують. Потім розберемося. Ну, хорошо, разбирайтесь, говорят яны. А покуль вот 1,5 лярда мы дадим Лукашенку, потому что этот нам как бы обещаем и ведаем. На жаль, но ведаем. А что вы обещаете? Вы обещаете кота в меху. А кот в меху – это не то, что России подобается в этом свете. Коли ласка, Игорь. Ну что ж, ваш вопрос, он очень логично сформулирован, потому что все эти объединения, союзное государство, которое мы только создаем все бесконечно, да, АДКБ, Евразийский экономический союз, как планеты вокруг Солнца, конечно, они все вращаются вокруг России. И я бы здесь танцевал от печки. Если танцевать от печки, то белорусский протест не имел геополитической основы. Это не был геополитический выбор, туда, на восток или на запад. Второе. Я думаю, зависеть все это будет от двух вещей. От экономических реалий и от мнения людей. Сделаю шаг в сторону. Мнение людей. Возьмем, может быть, не самое актуальное, но вот мой любимый Chatham House со Стопени, они в ноябре зафиксировали, что 60% населения Беларуси, включая 48% сторонников протестов, они считали бы, что Беларусь вполне могла остаться в АДКБ. Понятно, что то есть здесь ситуация в чем? Что отношение к России, как к народу, как к стране, как к россиянам, как к русским, оно не меняется. Есть некая трансформация отношения к Кремлю, к его политике. Поэтому я убежден, что любое руководство, которое придет к власти, то есть любой президент, любой парламент путем демократических выборов, они просто будут вынуждены проводить политику особых отношений с Россией. Но она будет своя, честная. И они, кстати, просто, и я уверен, что
у всех хватит мозгов ничего не рушить, а просто сделать ревизию и разобраться. Конечно, самая интересная тема – союзное государство. Если можно, я начну с одной провокативной цитаты. И вопрос собеседникам. Они могут сказать, чья это цитата? Последующие за этим события, и прежде всего освобождение всех политзаключенных и проведение свободных выборов, не просто устранят риски белорусской экономической и социальной катастрофы, но и придадут второе дыхание партнерским отношениям между нашими странами, в том числе и в союзном государстве. Вопрос Максиму Анатолию. Кто это написал? Такое ощущение, что я. Но я не думаю, что Зенон Поздняк. Это написал экономический советник Светланы Тихановской, Олехнович, в совместной статье с Евгением Гатмахером. Экономический советник Тихановской утешает россиян, что, видимо, Светлана Тихановская придаст некое новое дыхание союзному государству. Ну, а если как бы не кивать там на того, на другого, я просто привел это, очень мне понравилась эта цитата, то действительно, я думаю, что просто будет ревизия того, что есть. Ведь здесь, понимаете, суть этого вопроса не как мы относимся, а как Россия на нас будет смотреть. И секрет здесь очень простой. С одной стороны, мы с Россией законодатели интеграционной моды на постсоветском пространстве. Да? Когда начались вот эти совместные совмины, я смотрю, уже и Казахстан с Россией совместно заседание правительств идет, есть союзная программа, но надо разбираться, потому что большой секрет в том, что если трактовать союзный договор, который так хочет Россия реализовать буквально, то его реализация, вот эта самая пресловутая 31-я карта на национальные органы, она не то что Беларуси, она России невыгодна. Потому что если в самом деле создать некий эмиссионный центр, не Центробанк России, и создать новую валюту, не российский рубль, ведь там что написано, да, пока российский рубль, а потом валюта союзного государства. То есть в этом весь секрет. И чтобы Игорь, России давайте... принимать карты, и тоже Конституцию надо менять. Игорь, давайте дадим слово еще и Анатолию. Анатоль, и ваш отказ вот на питание прямое, простое, ну, оно на самом деле вельми складанное. Оно вельми складанное. Вот вы за народное антыкрызіснае кіраванне, за тое, каб Беларусь заставалася у вось гэтых трох союзах. Наколькі я ведаю, кіраўніку кіравання Павлу Латушку неаднойчы гэтае пытанне задавалі, у тым ліку, скажем, в расійскіх тэлепраграмах. Вот. Але я думаю, что это пытанне и беларусы задаюць сваім як бы лідарам. Ну, а вот як бы, а что будет потым? Ваш отказ? Юрий, добрый день и еще раз спасибо за вопрос. На самом деле предыдущие спикеры достаточно подробно, наверное, рассказали позицию, в которой мы, не сговариваясь, здесь все договорились. Мы за то, чтобы смотреть на вещи прагматично и реалистично. Если говорится о прагматизме, то нужно понять, что выйдя из этих трех объединений, которые вы там назвали, и четвертое, там, СНГ где-то, да, мы можем оказаться просто нигде. Потому что результатом работы властей оказалось то, что у нас нет соглашения даже базового с Европейским Союзом. Беларусь не член ВТО. То есть, в общем-то, разрушив одномоментно все, мы можем оказаться просто в гораздо худшей ситуации, чем мы находимся даже сейчас. Поэтому на все договоренности, которые были подписаны ранее, и не только Лукашенко, нужно смотреть очень внимательно. Это достаточно серьезный процесс инвентаризации. Вторая история – реалистичность. Выход Украины из того же самого СНГ, в которую она как бы и так не до конца на самом деле входила, занял достаточно продолжительное время. Поэтому если мы говорим о перспективе краткосрочной, там, до новых выборов, да, после отлета самолета, то это сделать даже просто нереально. И более того, в общем-то, на самом деле даже как бы такая декларация, она повлечет серьезный ущерб для белорусской, в том числе внешней торговли в первую очередь.
Поэтому я тут, наверное, поддержу всех ораторов, просто добавив это аргументами, что это вряд ли отвечает принципу прагматизма и нереалистично в такой короткой перспективе. Дальше нужно считать, прежде чем откуда-то выходить, нужно создать себе альтернативу. А может и выходить на самом деле будет невыгодно. Поэтому мы считаем, что первоочередной задачей будет разработка нормального соглашения базового с Европейским Союзом, в какой-то форме, может быть, углубление нашего сотрудничества в восточном партнерстве, особый документ, там вопрос как бы даже не в ассоциации с Европейским Союзом, а вопрос именно в урегулировании наших отношений как базовых принципов сотрудничества, так и вопроса нашего торгово-экономического сотрудничества. И нам стоит завершить процесс вхождения в ВТО, поскольку как бы мы вынуждены соблюдать все, скажем так, ограничения, которые данное соглашение накладывает, но не получаем ни одной плюшки, потому что мы не член этой организации. Поэтому, в общем-то, нужно разгрести недоподписанные завалы, прежде чем копаться в том, что было сделано. Там на самом деле как бы не все так уж плохо. Если посмотреть на договор о союзном государстве, я здесь абсолютно согласен с Игорем Лещени, что он не так уж выгоден самой Российской Федерации в той части, в которой он и так не исполняется. По сути дела, от договора о союзном государстве осталось на сегодняшний момент только гуманитарная составляющая, которая, в принципе, в общем-то, отвечает, наверное, интересам и белорусов, и россиян, которые имеют право на равное образование, медицинское обслуживание и так далее и тому подобное. Если мы в результате инвентаризации оставим вот эту часть, то, в принципе, как бы ничего, но вопрос, нужна ли именно тогда такая конструкция, как союзное государство. Поэтому мы за то, чтобы просто начать урегулирование отношений с другими соседями мощными и параллельно разгребать завалы того, что было наподписано за 26 лет, но из чего так, процентов, так можно сказать, 40, наверное, только выполняется. То есть ворох бумаг, которые ничего не значат. Если, в общем-то, мы позиционируем себя как серьезные политики, то сначала нужно торговаться, потом подписывать документы, его исполнять, а не делать абсолютно наоборот, подписать все, что угодно, а потом торговаться, зато как бы исполнить поменьше и просто, ну, в общем-то, обмануть другого партнера. Это безответственное поведение. Максим, Спасибо. что вы хотели? Максим, коли ласка, вам слово. Вы руку подняли. Я просто хотел бы вернуться к тезису, который Игорь, с моей точки зрения, очень правильно сказал. Между нами будут серьезные разногласия, только если кто-то из нас будет руководствоваться абстрактным, идеологическим или каким-то политическим смыслом. Когда мы начинаем с самого начала с фундаментальных интересов экономических, прагматических, или интересов белорусского народа вот в смысле благосостояния, мы натурально всегда будем вам отвечать приблизительно одинаково. Потому что вот оно просто вот так работает. И с этой точки зрения, мне кажется, очень важно продолжать диалог именно в таком режиме. Макс, тогда мы все будем на самом деле двигаться в одном направлении. И двигаться, а не просто об этом говорить. Я Игорь, хотел бы просто вот у вернуться. меня такое питание до вас, ну и до всех остальных, что не треба, мне здаецца, забывать международный контекст. Ну вот коллеги уже казали про прагматизм, давайте мы различим наши, так сказать, там балансы плюсы и минусы, но зараз теперешний период, это период вельмі жорсткай конфронтации паміж Россией и Западом. Россия уже колькі год под вельмі жорсткими санкциями. Этот вал санкций нарастает. Россия под более жорсткими санкциями, чем вот теперь, скажем, Лукашенко. Там есть и военный складник, тому что сапраўды, так сказать, ну, как бы нарошванне мускулаў НАТО, например, оно выкликано российской операцией в Украине, аннексией Крыма и так далее. То есть там вельмі жорсткая конфронтация. И в этом смысле, коли говорится, да, мы будем с Россией любить, дружить, так сказать, так, а как вы будете с ней дружить? Значит, вы будете с ней дружить супроть Заходу? Вы эту конфронтацию будете, так сказать, обыходить? А как? А российцы вам это дозволят? Коли вы в союзе, тем более, что размова ж не ідзе просто, давайте мы будем добро с Россией гандляваць.
Вот нам это выгодно. Ну хорошо, вам выгодно. А России что-то іншае выгодно. У ее есть геополитичные интересы, яе конфронтации с Заходом. И она, в принципе, и Лукашенко примушает в эту конфронтацию, как бы втягнуться. И коли вы будете во владу, вас будут примушать. А як вы из этого выскользнете, Игорь? Знаете, все очень просто на самом деле. О. Сначала речь идет о России, о том экзамене, который должна выдержать Россия в тот период, когда в Беларуси все-таки установится новая демократическая власть. А то, что рано или поздно она установится, это никто не сомневается. Смотрите, что сейчас получается. Сейчас получается, что белорусская тема, события в Беларуси, они наращивают, вот та позиция, извините, которую Россия заняла по отношению к событиям Беларуси, они наращивают уровень конфронтации между Россией и Евросоюзом. То есть кроме чисто российских болячек, Александр Григорьевич, грубо говоря, вот говорит, надо преследовать и сделать там невъездную Тихановской. И в соответствии Тихановскую, в соответствии там с союзными договоренностями Россия делает. Маккей говорит, вот сейчас мы зададим жару империалистам, мы их не пустим на территорию Беларуси. И Россия тоже повышает планку. То есть это вот один путь. И он может продолжаться очень нехорошим образом. Если когда-то будет реализовано не совсем понятное нам соглашение, которое, по-моему, в ноябре президентская гвардия подписала с нашими силовыми структурами, и которое... Росгвардия. Да, Росгвардия, которая являлась, видимо, запоздалым юридическим закреплением такого заявления Владимира Владимировича Путина, что да, вот Александр Григорьевич попросил, там резерв есть. Вот если Россия пойдет по такому пути, ну тогда, знаете, уже это будет другая сказка, другой разговор с новой властью. Но у России есть и другая развилка. Она может использовать вот эту ситуацию для того, чтобы за счет нахождения какой-то разумной позиции по урегулированию ситуации, по сдерживанию Александра Григорьевича, сделать белорусскую тему из яблока раздора в позитивный актив Западом. Это может быть хорошо и для, я имею в виду с Евросоюзом в частности, это может быть хорошо и для Беларуси, и для России, Евросоюза. И здесь я не одинок, и я это говорил, и тот же Павел Латушко говорил, что вот два основных игрока, Евросоюз и Россия, они должны быть. А я добавлял, что мы без них уже, если когда-то, опять сейчас меня словит Максим на слове диалог, переговоры, да, мы уже из переговоры сами без внешних... Игорь, давайте дадим слово еще наступным нашим коллегам. Францишек, а вот эта проблема, она існуе, и она нават не настолько уже связанная со ставлением России до Беларуси, до белорусского кризису. У России великий конфликт. И у Захода великий конфликт. И она сама подкидывая, ну, добра не было в Беларуси, есть кейс Навального, есть кейс хакерской атаки на американские институции, есть миллион всяких кейсов, и в этом смысле белорусский кейс. И есть проблема для тех, кто придет на место Лукашенко. У России с Заходом конфронтация. Беларусь зараз находится в институционных союзах с Россией, а Заходом нет. Атрымліваецца, што яна не мост, яна берег. І на этом берегу яна павінна паводзіць сябе так, як задае старшой на этом берегу, а менавіта Россия, ці не? Я тут хотел падтрымаць і Ігора, і папярэдніх выступоўцаў, што Россия якраз таки можа разыграць Беларусь на сваю карысць. Мы пра гэта размаўлялі вельмі шмат у Берліне падчас першай паездкі і сустрэчаў з Бундестагам і з кіраўніцтвам Нямецчыны. Это якраз было ў самы разгар крызісу вакол Навальнага. І выглядала, што Россия шукае такі сцэнар, такі выхад, пры якім вот лёгкім, практычна ніякім укладаннем яна можа вельмі дорага прадаць Беларусь у плане, што выгадліваць для сябе нейкія прэферэнцыі альбо зняцце санкцыяў узамен на тое, каб адпусціць. Пры гэтым Россия ўсё роўна цалкам ніколі не адпусціць Беларусь, але, напрыклад, правесці квазісвабодныя выбары, прыбраць Лукашенко узамен на тое, што Захад, напрыклад, паслабіць
нейкія гандлёвыя абмежаванні для Расіі альбо верне Расею у міжнародныя інстытуты, гэта магло бы быць кейсам у нашым выпадку. Пытанне, ці адбываюцца такі гандаль за нашымі спінамі, ці вядуцца такія перамовы, мы не ведаем. Але я думаю, што стане больш ясна, калі Байден уступіць у сваё прэзідэнцтва. І я думаю, што байденаўскае прэзідэнцтва гэта будзе якраз такі пачатак размоваў пра тое, што Расія магла бы атрымаць узамен на адпушчэнне Беларусі. Расія ж таксама спрабуе граць прагматычную ролю. Пробачьте? Тит-фо-тат, как кажут американцы, да? Так за так. Нет, это они другое говорят. Это когда негативно. А когда добро, что? Макс, а когда добро, что говорить? Что-то вылетело из головы. Ну, сейчас. Добре, Макс, так, а вот вам тое ж питання. Ну, дамовяцца яны паміж сабой, окей, это цікава. Вот. Але ёсць такі вот пытанне беларускае, беларусам. Добра, няма Лукашэнкі, там, прэзідэнт Ціхановская, ці Бабарыка, ці любы з вас. Вот. Но это складаная гульня, она такая не алгаритмичная, потому что вельмі жорсткія сутыкненні інтарэсаў, і калі Беларусь в саюзе з адным з бакоў канфронтацыі, то рабіць сябе Швейцарію просто не атрымаецца по вызначенні. Калі вы в саюзе з адным бокам канфронтацыі, вы втягиваетесь, вы не можете зрабіць выгляд, что конфронтации нема, она вас не тычыцца. И як вот тут провести линию, Макс? Юрий, у меня модель немножко другая в голове. И вот обратите внимание, насколько вы хорошо своими вопросами нас вчетвером против себя объединяете. У вас это получается так же хорошо, как у Александра Григорьевича. Главное, что я вас объединовываю, а все остальное вообще не важно. Почему? Потому что везде, где вы видите проблему, мы в основном видим возможность. Да? Вот как по-английски, не проблема, а opportunity. Почему? Это очень на самом деле важно. Потому что у нас в голове немножко другая модель. Мы не смотрим ни на Россию, ни на Запад, как на абсолютный монолит. Если в России как бы экстремальные какие-то силы, которые все еще живут там в каком-то режиме холодной войны, конечно, такие есть. Но мы же апеллируем не в эту сторону. Мы апеллируем в то, что от санкций страдают в первую очередь российский народ и бизнес, как и белорусский народ. Так? Значит, есть огромное количество нормальных прозрачных бизнесов, которые уже оперируют на мировой арене, и которым для того, чтобы дальше развиваться, нужно, чтобы это было нормальные условия. И Беларусь в этом смысле может вполне выступать в течение какого-то времени силой, которая помогает сводить это все вместе, а не наоборот, в тех условиях, которые сейчас происходят. Поэтому мы видим в этом на самом деле огромную возможность для Беларуси, для развития нашей независимости, для развития нас как хаба и финансового, и экономического, и прочего. И для того, чтобы решать какие-то проблемы, которые идут очень-очень на пользу России, российскому государству и российскому бизнесу. Анатоль, то, что говорит Макс, мне нагадывает эту формулу початку 90-х российских гайдаровцев. Рынок все расставит на свои месцы. Ну вот Макс, так сказать, у его подтексте менавіта это. Рынок расставить на свои, так сказать. Рынок расставить Россию, але все ж таки той час, який пройшов з того часу, показывает, что политика, геополитика – это речи автономные. И, ну, скажем так, Россия, вот, коли чисто по грошах лечить, да, ну, не треба ей было влезть в Крым. Ну вот не треба. А вот давлели, як той казаў, іншыя меркаванні і будуць давлець. Ну, прынамсі будуць прысутнічаць. Так вот, на ваш погляд, як вот эту складаную дилемму вырашыць, што з аднаго боку Беларусь в Саюзе, а з другого боку неахвота як бы ангажавацца в тую канфронтацыю, якую вот наш саюзнік з Захадам мае і будзе далейшая мець, хутчэй за ўсё. Ну, знаете что, Юрий, надо сказать, что до сих пор с ухудшением отношений с Западом, в общем-то, Беларусь справлялась прекрасно сама. В то же самое время умудрялась проводить политику такого неухудшения отношений с Западом из-за российских проблем. То есть, в общем-то, чтобы ухудшить наши отношения с Западом, не нужно было присоединяться к российской истории, да? Вполне достаточно сфальсифицированных выборов, насилия и убийств. Конечно, сейчас можно предполагать разным, можно там
сыграть ва-банк. Есть кейс Навального тот же самый, да. Кстати, вот там Ник и Майк, там пресловутые, уже как-то пытались в самом начале подыграть на старте в этом кейсе, но сейчас что-то стыдливо молчат. Наверное, в общем-то, нечего сказать после таких разоблачительных историй. Есть Украина, есть Грузия. Конечно, можно предположить, что вот в каком-то таком отчаянии не будет предела глупости и 100% будет мало места для благоразумия, но, скажем так, 26 лет нахождения в союзном государстве Беларуси не мешало не ввязываться в конфронтацию с Западом из-за российских проблем. Всегда это были в первую очередь наши проблемы. І... Анатоль, але это атрымлівалася ў Лукашэнкі при ўсіх яго грахах. Але з яго як бы асабістымі якасцямі характара, волі і гэтак далей. Знаете, как бы наши определенные такие осторожные контакты говорят о том, что просто в политике в отношении той же самой России нужно быть максимально открытыми и честными, в отличие от Александра Григорьевича. То есть это, по сути дела, там, я не знаю, Максим, может быть, наверное, как бизнесмен, больше подтвердит, что здесь стало больше бизнеса, а меньше политики. И самое главное, в общем-то, выполнять свои обязательства и не обещать ни в коем случае того, чего никогда, ни при каких условиях не можешь сделать. В общем-то, позиция по тому, чтобы не ухудшать отношения с Западом из-за тех проблем, которые есть в России, она, в общем-то, достаточно честная и открытая. Просто не нужно говорить, что вот, там, как удавалось это Александру Григорьевичу, что мы вот везде будем полностью следовать в фарватере российской повестки. Так мы должны были быть уже, и, там, не знаю, и в Сирии, и в Ливии. Но нас там нет и никогда не будет. Только просто это нужно сказать абсолютно честно и открыто, что вопросы конфронтации и противостояния с Западом третьих государств Беларусь волновать не должна. У нас должна быть своя собственная повестка, и она должна быть, вот в отличие от того, что проводилось все эти годы, направлена на позитив, а не на разрушение. Спасибо. Добре, дякую великий. Да, Игорь, коли ласка. Если можно одну ремарку вот на эту тему. То есть, как я понял, мы сейчас обсуждали, пришла демократическая власть, у которой хорошие отношения с Россией, как не поссориться с Западом. Да? Здесь и есть на самом деле одна палочка-выручалочка, достаточно волшебная. Дело в том, что если мы говорим действительно об отношениях новой демократической власти, демократически избранной, то сам характер того, что эта власть демократическая, это уже фундаментально позитивная основа отношений с Западом. Потому что у Запада есть, точнее у Евросоюза, давайте говорить конкретно, у Евросоюза самый главный озабоченность, самая чувствительная тема – это права человека. Чудесно, людям дали реализовать свои гражданские, политические, элементарные права. Они выбрали новую власть, которая, не разрушая, пытается сделать какую-то ревизию, сохранить то доброе, что было с Россией. Самого факта, что эта власть демократическая, это уже основа для отношений хороших с западными соседями. А дальше народ и власть разберутся. Ясно, добра. Дзякуй вялікі, паважанае спадарства. Я думаю, што на сёння мы на гэтым скончым, хаця з вашага дазволу я бы хацеў і, можа быць, яшчэ не раз сустрэцца ў такім складзе і пагаварыць пра, скажам, нават гэтую тэму, бо яна невычарпальная. А на гэтым я з вами развітваюсь. З Новым годам і з калядамі, калі святкуеце тыя. Всяго найлепшага. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.